Приветствуем вас на главном национальном канале. В эфире программа «Новый день». Сегодня четверг, 8 августа. Четверг как четверг, скажете вы, но он очень богат на знаменательные события. Итак, Международный день офтальмологии отмечается сегодня. Также в этот день поздравления принимают все покорители высот, настоящие мужчины и сильные духом женщины. День альпиниста празднуют они сегодня. А также день 8 августа отмечен в календаре как Международный день кошек. Так что не забудьте сегодня хотя бы купить что-нибудь вкусненькое для своего пушистого питомца. Тем не менее, также в этот день, в 1899 году, был запатентован впервые самый практичный и нужный в хозяйстве прибор-холодильник. Что бы мы делали без него сегодня, согласитесь. На что настроена сегодня погода, узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 7, плюс 12 градусов. Днем ожидается до плюс 26-28 градусов тепла. В Заречье утром плюс 7, плюс 18, днем плюс 21, плюс 27 градусов. В южных Улусах утром плюс 9, плюс 11, днем плюс 26, плюс 27 градусов. В Вилюйских Улусах утром плюс 11, плюс 15, днем плюс 24, плюс 27. В Нижнеленских плюс 10, плюс 15 утром, а днем плюс 21, плюс 22 градуса. В Западных плюс 10, плюс 13 утром, днем плюс 26, плюс 29. В Колымо-Индигирских от минус 1 до плюс 14 утром, днем плюс 17, плюс 22 градуса. В Янских плюс 8, плюс 15 утром, днем плюс 15, плюс 21 градус. В северо-западных Улусах плюс 9, 13 утром, днем плюс 14, плюс 21. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 11 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Штиль днем в городе Якутске ожидается плюс 22, плюс 26 градусов. Ну а далее слово передаю своим коллегам из информационной службы, после чего мы с вами снова увидимся здесь, на сквере Бекетово. В эфире новости и главные события к началу дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Сотрудничество стран Северо-Восточной Азии обсудили в Якутске. Наш регион впервые выступает в качестве председателя Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Члены комиссии обсудили подготовку Генеральной Ассамблеи, которая пройдет в следующем году. Стороны представляют проекты инвестиционного потенциала и, как подчеркнул председатель якутского правительства Владимир Солодов, прямые связи между муниципалитетами разных стран – это залог к развитию Северо-Востока Азии. Он посетил алмазогранильный завод индийской компании, которая производит практически 88% всех бриллиантов Якутии. В планах увеличить объем переработки. Также компания создает высокотехнологичные рабочие места и собирается более тесно взаимодействовать с учебными заведениями. Важно, чтобы граждане республики максимально имели возможность на этих местах работать. Кроме того, будем продолжать взаимодействие по важнейшему вопросу, связанному со снижением ставки НДС. Мы давно его ставим. Принципиальное одобрение этого подхода есть. Нам важно довести его до логического результата. И по всем другим направлениям с руководством компании будем оставаться в тесном контакте. Между тем, межрегиональный фестиваль «Аюкта» стартовал в Якутске. Он проходит в республике с 2014 года. На этот раз впервые в фестивале участие принимают дети и молодежь не только из районов Якутии, но и из 5 дальневосточных регионов. А именно Хабаровского и Забайкальского краев, Республики Бурятия, Иркутской и Амурской областей. Всего 240 участников. Они состязаются в танцевальном, песенном и устном народном творчестве, а также в направлении моды. В этом году фестиваль посвящен Международному году языков коренных народов мира, а также 70-летию первого олимпийского чемпиона среди якутян Романа Дмитриева.
По итогам фестиваля лучший номер, победитель, гран-при, получит сумму денежную в размере 150 тысяч рублей. Этот гран-при выставлен администрацией муниципального района. Мы приехали побеждать. Ну, девчонки, конечно, говорят, главное не участие, главное не победа, а участие. Участники все молодые, студенты, знакомятся, ездят на различные мероприятия. Сюда приехали также познакомиться, обменяться какой-то информацией. Дальше уже сотрудничать будем. 70-летняя легкоатлетка Мария Неустроева из Якутии выиграла 4 золотых медали на Европейских играх ветеранов. Родственники тепло встретили спортсменку. Соревнование прошло в итальянском городе Турин. Мария пробежала 4 дистанции, а именно на 800 метров, 1,5, 5 и 10 километров. И везде первое место. Мария живет в селе Тюктюр Мегино-Кангаласского района. Со спортом дружит с детства, а в соревнованиях участвует лишь с 2006 года. За эти годы успехов у Марии немало. Она 12-кратный чемпион Европы, 11-кратный призер мира и победитель множества российских соревнований. Секрет успеха, говорит, прост: здоровый образ жизни и регулярные тренировки. Волновалась, хотелось все золото, какие-то медали с собой вести, поэтому мне было очень большая ответственность. Каждый день точно по 5 километров, иногда добавляю. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. На этом у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо коллегам, и мы продолжаем наш эфир. Напомню, сегодня 8 августа, четверг. И также хочу напомнить вам про наш WhatsApp номер, на который вы всегда можете отправить свои поздравления, пожелания, поделиться с нами приятными новостями, событиями или кого-то поздравить. Мы по возможности обязательно все зачитаем в нашем эфире. Абонент МТС 279-2262. Ждем на этот номер. А далее наша традиционная рубрика «Электронные услуги». Сегодня мы узнаем, какие услуги пенсионного фонда можно получить, не выходя из дома. Каждый гражданин, у которого есть регистрация на портале госуслуг, и если эта учетная запись подтверждена, он может через портал государственных и муниципальных услуг, либо через наш сайт Пенсионного фонда, электронный адрес es.pfrf.ru, подать заявление на такие услуги, как назначение пенсии, доставку пенсии, установление ЕДВ, это инвалидам, ветеранам боевых действий, компенсация проезда для мамочек тоже очень удобно, на выдачу сертификата материнского семейного капитала. Не позднее 1 рабочего дня, это у нас установлено административным регламентом, наши специалисты обрабатывают это заявление. Никаких документов при получении госуслуги прикладывать не надо. Сейчас у нас все практически большинство документов можно посредством межведомственного электронного взаимодействия получить у иных государственных органов, у которых они находятся в распоряжении. Да? Единственное условие – это то, что при подаче некоторых заявлений в течение 5 рабочих дней необходимо предоставить самому гражданину в территориальный орган, куда он подал заявление. В течение полугодия этого, да, у нас граждане воспользовались электронными сервисами. Доля составила 83%. Если возникают какие-то трудности при заполнении электронного заявления, то вы можете позвонить в единую многоканальную телефонную сеть по номеру 8 800 199 74. Если вы хотите получить какие-то свои персональные данные, узнать, то вам необходимо иметь
кодовое слово. Кодовое слово можно оформить в своем территориальном органе, где находится ваше выплатное дело. Уважаемые телезрители, я хочу вас призвать пользоваться нашими услугами электронно, так как это действительно удобно и так как это действительно экономия вашего времени. Добро пожаловать в новый день. Сегодня в темноте кинотеатров нам расскажут страшные истории, спродюсированные Гильермо Дель Торо. А также в прокат выходит фильм «Однажды в Голливуде», в главных ролях которого сыграли Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Картина может стать, кстати говоря, самой кассовой в карьере режиссера Квентина Тарантино. Подробности в нашей рубрике «Киноафиша». Я Рик Далтон. Смотрите на этой неделе в кинотеатре «Лена» один из главных релизов года «Однажды в Голливуде», 9-й и самый личный фильм Квентина Тарантино, где впервые в одном кадре встретились две суперзвезды мирового кино – Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Море крови. Да, море крови. Совсем скоро в послужном списке картины появится еще несколько титулов превосходной степени. Она уже показала лучший старт на американском рынке среди всех фильмов режиссера и имеет все шансы стать самой кассовой в его карьере. Премьера «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале. Потому что ты актер, Рик, а не сраный ковбой. Покажи, на что ты способен. Квентин Тарантино неоднократно просил всех посмотревших не раскрывать детали сюжета, поэтому ограничимся лишь общими словами. Действие фильма происходит в конце 60-х в Лос-Анджелесе. В центре истории три героя. Два вымышленных звезда вестернов Рик Далтон и его многолетний дублер Клифф Бут. А также вполне реальная актриса, жена Романа Полански Шерон Тейт, живущая с Далтоном по соседству. Также уже давно не секрет, что важную роль в фильме сыграет прихипованная секта Чарльза Мэнсона. Ты Рик чертов Далтон. Не забывай. Однажды в Голливуде. Показать тебе дом с призраками. Пропали дети, дороги перекрыты. Триллер «Страшные истории» для рассказа в темноте продюсера и автора сценария Гильермо Дель Торо рассказывает о компании подростков, которым придется разгадать тайну странных и пугающих смертей, испугавших всю округу. Чтобы спасти свой родной город, ребятам предстоит преодолеть свои собственные страхи. Расскажи мне историю. В свое время страшные истории для рассказа в темноте перепугали на Западе массу детей, читателей книг Элвина Шварца, по которым и снят фильм. Имя Томми есть в книге. Это не может быть связано, правда? Но вдруг события из книги происходят в реальности. Вся прелесть кошмаров со страницы зловещей книги в их простоте. Кажется, что их рассказывают у лагерного костра. Книга Сары Беллоу. Истории пишутся сами, а потом сбываются. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Он уже здесь. Доброе утро, мы продолжаем. Наша телезрительница интересуется вчерашним рецептом джема из дыни. Хочу вам сообщить, что вы всегда можете посмотреть повторы наших программ полностью на нашем YouTube-канале «Утро НВК». Подписывайтесь, смотрите. Ежедневно мы обновляем наш канал. Продолжаем наш эфир. Кто не смотрел в ночное небо и не любовался падающими звездами. При этом мы обычно загадываем свои самые заветные желания. Исполнялись ли они у вас? Если нет, то у вас есть еще шанс, ведь в ближайшее время ожидается самый настоящий звездопад. Совсем немного времени осталось, чтобы полюбоваться на ночное небо, ведь белые ночи уступают свои права осени. В этом месяце самым ярким звездопадом ожидается так называемый метеорный поток Персеиды.
Это радиант созвездия Персея, отсюда и его название. Он находится в северной части неба. Астрономы ожидают в его максимуме по 110 падающих звезд в час. Первые редкие метеоры появляются 17 июля, последние вспыхнут 24 августа. В ночь с 12 на 13 августа плотность потока будет максимальной. Телескоп или бинокль не понадобятся, метеоры будут хорошо видны невооруженным глазом. Следить за падающими персеидами обычно начинают с 11 вечера, обратив взор на северо-восток. После полуночи интенсивность потока, как правило, нарастает. Метеоры, летящие к нам со скоростью 210 тысяч км в час, начинают загораться на высоте примерно в 70 км над землей. Некоторые, наиболее крупные, будут падать несколько секунд, оставляя в небе лишь яркие струйки, и можно будет загадать какое-нибудь коротенькое желание. Доброе утро. Очень важно, чтобы окружающая среда оставалась в чистоте, ведь от экологии зависит наше с вами здоровье. По мнению экспертов, 23% заболеваний у людей обусловлены воздействием факторов окружающей среды. Людям следует взять на заметку несколько советов, которые помогут сохранить природу в чистоте. Сортируйте мусор. Разделять мусор на составляющие и выбрасывать по отдельности. К этому экологи стремятся приучить жителей всех развитых стран мира. На улицах уже давно появились урны разного цвета для бумаги, для стекла и для прочих отходов. В домашних условиях можно сделать практически то же самое. Займитесь облагораживанием своего города. Субботники, общественные акции по посадке деревьев, волонтерские программы по сбору мусора в парках. В этих мероприятиях можно поучаствовать без вреда для бюджета, используя для собственного здоровья. Попробуйте пойти туда вместе с близкими. Так вы не только поможете улучшить экологическую обстановку, но и хорошо проведете время с семьей, ведь совместный труд, как известно, сближает. Экологи советуют избегать пластиковых пакетов и одноразовых товаров. Полиэтилен и пластик могут разлагаться на свалках долгие годы, а при их сжигании выделяется едкий черный дым. Так, пакеты в супермаркетах можно легко заменить холщовыми сумками-шопперами, а одноразовую пластиковую посуду для пикника – картонными тарелками и многоразовыми приборами. Также можно не использовать пластиковые трубочки и заменить их на складные портативные соломинки. Не мусорьте. Каждый из нас может следить за собой. Не выкидывайте фантики из окна машины, доносите до мусорки окурок, оставляйте поляну после пикника чистой. Можно забыть об одноразовых пластиковых бутылках и брать с собой напитки в шейкере или в многоразовой бутылке. Если придерживаться этих простых правил, то мы сможем позаботиться не только о нашем здоровье, но и об окружающем нас мире. Рада зачитать сообщение, которое пришло на наш WhatsApp номер. Сердечно поздравляем нашу любимую племянницу Гончарову Инну с Днем Ангела. Желаем крепкого здоровья, успехов в дальнейшей учебе, много счастья, улыбок, хорошего праздничного настроения. С наилучшими пожеланиями твои близкие и родственники с города Удачный. Мы присоединяемся к поздравлениям, ну а далее послушаем советы нотариуса. Прежде всего, конечно, нужно определиться с направлением и собрать все нужные документы. Вопросов нет, если едете всей семьей. Главное – захватить паспорта, российские и заграничные, и свидетельство о рождении ребенка. А что же делать, если ребенок собрался в путешествие с любимой бабушкой или другим родственником? Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что законные представители, то бишь родители, несут ответственность за жизнь, здоровье, и несовершеннолетнего несут ответственность за него. А в случае, если он выезжает с посторонним лицом, с другим родственником, либо с сопровождающим группы, необходимо нотариально оформленное согласие родителей, законных представителей. Желательно сделать это все заблаговременно, то есть в соответствии опять-таки с этим же законом о порядке выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию. Это согласие оформляется на конкретный срок с указанием государств, городов, которые несовершеннолетний намерен посетить. Активная молодая мама Мария Столярчик часто едет с дочками по миру. Признается, что как только ударят крещенские морозы, начинает паковать чемоданы.
У меня старшая путешествует с 2 лет, а младшая еще с животика. Младшая сейчас 1 год. В прошлом году во время путешествия ей было 8 месяцев всего. Она была на грудном вскармливании, поэтому по части самолета было очень хорошо. До прошлого года всегда выезжали на остров Самуи, королевство Таиланд. А с прошлого года мы более расширили географию и стали путешествовать по сложному маршруту. Мы отсюда полетели в Гонконг, потом посетили Сингапур, Малайзию. Основной отдых у нас был на острове Лангкави, это Малайзия. И затем мы завершили наше путешествие Вьетнамом, в Ничанге. Муж по своей должности не имеет возможности с нами путешествовать, поэтому он всегда у нас остается, да? Но, как правило, ни разрешения, ничего не требует, никак, как в международных рейсах, так и в местных. Так, если ребенок едет с одним из родителей, как правило, не требуется согласия второго родителя. Но и тут есть свои нюансы. Но следует уточнять куда ребенок собирается, в тех странах, в консульствах, посольствах. Бывает, что и требуется согласие, даже если ребенок едет со вторым родителем. Но если, допустим, они в разводе, то в любом случае, если они общаются, все равно требуется согласие. Если они совсем абсолютно не общаются, то это уже получается на усмотрение, в каждой конкретной ситуации. Если родитель не согласен на выезд своего, чтобы ребенок выезжал, да, он имеет право пойти в органы МВД и заявление написать соответствующее о том, что он возражает против выезда своего ребенка. То есть в данном случае нужно поинтересоваться, имеется ли от второго родителя такое вот заявление в органах МВД. Чтобы оформить согласие на выезд ребенка, достаточно обратиться к ближайшему нотариусу. На нынешний год фиксированный тариф на оформление согласия по республике составляет 2300 рублей. Путешествуйте с удовольствием. Мария Павлова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Доброе утро! В этом году с 21 по 25 августа пройдет уже ставший традиционным молодежный образовательный форум «Синергия Севера». В этом году в форуме 2 новых направления – молодежь Арктики и лидеры Якутии. О последнем мы сегодня более подробно говорим с руководителем направления и исполняющим обязанности председателя молодежного правительства республики Василиной Лукиной. Доброе утро, Василина. Доброе утро. Расскажите более подробно, да, о новом направлении. В этом году форум проходит уже 4-й год и определили 5 направлений. Из них 3 направления, они проводились и раньше. Это «Я инженер», «Профлайт» и «Мы волонтеры». 2 направления, они новые. Лидеры Якутии и молодежь Арктики. Лидеры Якутии проводим мы, молодежное правительство, а молодежь Арктики проведет молодежный парламент. Мы свое направление лидеры Якутии проводим для лидеров молодежных общественных организаций, для молодых руководителей и для тех, кто в этом году хотел бы принять участие во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». Потому что программу мы подготовили как раз для того, чтобы развить 8 основных компетенций, по которым эксперты конкурса «Лидеры России» в этом году оценивали полуфиналистов и финалистов конкурса. Это такие компетенции, как лидерство, умение работать в команде, целеустремленность и социальная ответственность и так далее. И программу нашей площадки мы распределили на 5 дней. Каждый день мы будем прокачивать 2 новых навыка. Ожидаются мастер-классы наверняка, да? Очень широкая программа, какие-то гости, может, интересные? Да. Сейчас идет набор, да? Да, сейчас мы принимаем заявки. Есть сайт АИС Молодежь России. Можете просто в интернете набрать АИС Молодежь России. Там выйдет наше мероприятие «Синергия Севера». Вы можете там зарегистрироваться и выбрать то направление, где бы вы хотели принять участие, в том числе наше направление «Лидеры Якутии». И информацию также можно посмотреть у нас на сайте молодежного правительства, в инстаграме молодежного правительства Молправ 14 и также на сайтах Министерства по делам молодежи. Василина, нам известно, что вы недавно вернулись с главного молодежного форума страны, да, называется он «Территория смыслов». Расскажите, как вы туда попали и вдохновила ли вас поездка, да? Да. «Территория смыслов» проходит с 2015 года, и
каждый год я мечтала туда попасть, но не получалось, а в этом году я очень счастлива, что попала туда, потому что, как вы правильно сказали, это самый главный, самый крупный молодежный форум страны. Он проходит в этом году в 6 смен. В каждой смене принимают участие более 1000 человек со всей России. Мы были в прошлой неделе в направлении политика. Из Якутии 3 человека приняли участие, 3 человека прошли отбор, и все представители молодой гвардии. И, так как у нас направление было политика, в большей степени мы встречались с известными политиками, приехали все представители крупных политических партий. Был Сергей Неверов от «Единой России», Владимир Жириновский от ЛДПР, от «Справедливой России» Сергей Миронов, от КПРФ Геннадий Зюганов. То есть у нас была возможность лично с ними пообщаться, спросить свои интересующие вопросы. Кроме этого, были интересные дебаты, дискуссии, работа над проектами. И как раз вот этот формат работы мы хотим перенять на свою площадку «Лидеры Якутии» на форуме «Синергия Севера». Здорово. Но нам также известно, что вы представляли там какие-то свои проекты, да? Да. Кроме этого, вот во время участия в форуме мы обратили внимание то, что действительно надо очень сильно работать со студенческой молодежью. И во время участия в форуме разработали свой проект. Мы будем создавать студенческий политический клуб на базе Якутской государственной сельскохозяйственной академии, где я работаю. В сентябре проведем конкурс среди студентов, и отобранных 50 человек в течение года мы будем обучать. Это помимо основного образования, как дополнительное образование. Василина, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Мы желаем вам плодотворной работы и дальнейших успехов. Приходите к нам снова. Спасибо. Удачного дня и вам, дорогие телезрители. Увидимся с вами завтра. Хорошего вам настроения. До встречи.